Центральная джума-мечеть города Дагагни представляет. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Совсем недавно, уважаемые братья, когда начинался месяц Рамазан, мы наблюдали, как многие мусульмане засучили рукава и начали проявлять усердие в богослужении. Мы видели, как многие мусульмане оживляют ночи, совершая таравих намазы. Но существует такая тенденция, когда, по истечению нескольких дней, эта решительность у многих мусульман ослабевает, и к концу месяца она становится вообще слабой. А сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, заключается в том, чтобы последние 10 ночей проявлять еще больше усердия, чем проявлял этот человек в начале месяца. Айша, да будет доволен ею, Аллах рассказывает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каждый год из месяца Рамазана последние 10 ночей проводил в и'тикафе. А после того, как он покинул этот мир, эту его сунну соблюдали его жены. То есть каждый месяц Рамазан, пока они не покинули этот мир, они 10 последних ночей проводили в и'тикафе. Что такое и'тикаф? И'тикаф – это проведение, нахождение в мечети с намерением, который делает мусульманин, мусульманин приходит в мечеть и делает намерение, чтобы провести время в мечети, в и'тикафе. То есть намерение, я намерился провести в и'тикафе в этой мечети. И в это время, которое он сидит, проводит, находится в мечети, ему пишется вознаграждение. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, он говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, каждый год из месяца Рамазан последние 10 ночей проводил в и'тикафе. То есть аж в эту ночь он последние 10 ночей, начиная с 20-й ночи до конца месяца Рамазан, он проводил в мечети. И в год, когда он покинул этот мир, он провел в и'тикафе 20 ночей из месяца Рамазан. Цель от проведения в и'тикафе последних 10 ночей из месяца Рамазан заключается в том, чтобы встретить ночь предопределенную, ночь Кадар. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: вы ожидайте, вы ищите, проявляйте усердие в поисках ночи предопределения. Как ее искать? Не сидя чай пить, не сидя там, допустим, за телевизором, а именно служа Всевышнему Аллаху, совершая намазы, читая Коран, читая таспих. Так нужно встречать ночь предопределения. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: вы ищите, проявляйте усердие встречи ночи предопределения в нечетные ночи последних 10 дней из месяца Рамазана. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: вы ищите ночь предопределения в последние 10 ночей. Когда останется 9 ночей, когда останется 7 ночей и когда останется 5 ночей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит нам, что ночь предопределения остается, когда остается 9 ночей. То есть вы ищите ночь предопределения, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Оживите эту ночь.
во-первых, основой в оживлении ночи является совершение таравих намаза. Потом провести в и'тикафе до утра, читая Коран, читая таспихи. И вот вы ищите эту ночь, когда останется 9 ночей, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, если месяц будет состоять из 30 дней, то это в 21-ю ночь попадает. А если месяц будет неполным, состоять из 29 дней, то она может попасть, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на 20-ю ночь. То есть, также пророк говорит, вы ищите ночь предопределения, когда останется 7 ночей. То есть, если месяц будет полным, то это попадет на 23-ю ночь, то есть 23-ю ночь из месяца Рамазана оживите. А если месяц будет неполным, то она попадет на 22-ю ночь. И вот тем самым мы, мусульмане, должны проявить усердие в поклонении Всевышнему Аллаху, начиная с 20-й ночи и до конца месяца. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не определил, а сказал, начиная с 20-й ночи до конца месяца. А сколько дней в месяце Рамазан, 30 или 29, мы только в конце месяца. Продолжая, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, тот человек, который оживит ночь предопределения с верой во Всевышнего Аллаха и надеясь на награду Всевышнего Аллаха, также ему Всевышний Аллах простит все его прегрешения. Поэтому, уважаемые братья, мы должны проявить усердие в поисках ночи предопределения. Каким образом проявлять усердие в поисках ночи предопределения? Совершая, во-первых, основой в этом является совершать таравих намаз, читать в эту ночь, эти ночи провести в и'тикафе. И'тикаф дома не бывает, он бывает в мечети. В-третьих, кто может читать Коран, побольше читать Коран, поминать Всевышнего Аллаха, делать дуа, молиться. В Коране Всевышний Аллах, рассказывая о ночи предопределения, ниспослал целую суру. И он говорит, бисмиллахи р-рахмани р-рахим, «Инна анзальнаху фи лайлатил кадр». Воистину, мы ниспослали Коран ночь предопределения. В эту ночь, ночь предопределения, был ниспослан Коран с лавхуль махфуда. Лавхуль махфуда это что такое? Это творение Всевышнего Аллаха, которое Аллах создал из нура. И на этом творении, то есть на этом лавхе, на этой хранимых скрижалях, на этой доске написано все, что было и все, что будет до наступления судного дня. И вот с этих хранимых скрижалей Всевышний Аллах ниспослал Коран на небо земли, именно в ночь предопределения. Дальше Всевышний Аллах продолжает и обращается к своему пророку, к своему посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит: «Вама адрака ма лайлатул кадр». Знаешь ли ты, о Мухаммад, что это за ночь, ночь предопределения? И Всевышний Аллах разъясняет своему пророку и говорит: «Лайлатул кадри хайрум мин альфи шахр». Ночь предопределения, она лучше, чем 1000 месяцев. 1000 месяцев это, уважаемые братья, 83 года и 4 месяца. Вы представляете, Всевышний Аллах говорит, намаз, сделанный в эту ночь, он лучше, чем намаз, совершенный 83 года и 4 месяца. Дуа, который сделан в эту ночь, он лучше, чем дуа, деланный в течение 1000 месяцев. Милостыня, данная в эту ночь, ночь предопределения, она сравнивается с милостыней, то есть любое служение, любой хороший поступок, он лучше перед Всевышним Аллахом и более вознаграждаем Всевышним Аллахом, чем другие хорошие поступки, совершенные в другие месяца, в течение 1000 месяцев. Поэтому верующий человек,
когда знает, что его ждет такое благо, столько милости, столько добра, столько воздаяния от Всевышнего Аллаха, когда ему Всевышний Аллах прощает все его грехи, из года вот эти 10 дней он просто обязан уделить на служение Всевышнему Аллаху, на поиск этой благословенной ночи, чтобы заслужить прощение Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах дальше рассказывает об этой ночи и говорит: «Таназзалу ал-малаикату вар-руху фиха би'идни раббихим мин кулли амр». В эту ночь спускаются ангелы вместе с ангелом Джабраилом, алейхиссалям, с его велением, со всеми велениями, то есть с предопределением Всевышнего Аллаха. И эта ночь, говорит Всевышний Аллах, «Салямун хия хатта матля аль-фаджр». В эту ночь царит мир до наступления рассвета. Аш-Ша'би говорит, что эта ночь названа ночью. Почему, говорит Всевышний Аллах, сказал, что эту ночь царит мир? Ша'би говорит, что в эту ночь ангелы, в ночь предопределения, приветствуют, читают салам на тех, кто находится в мечетях в эту ночь, до наступления рассвета. Кальби говорит, что ангелы спускаются в эту ночь предопределения, и каждый раз, когда они встречают верующего, они читают на него салам от Всевышнего Аллаха до наступления рассвета. Ночь предопределения – это благо, и это умиротворение, и в эту ночь нет ничего плохого. В эту ночь Всевышний Аллах предопределяет только благополучие, только хорошее. Уважаемые братья, вот когда мы слышим, что Всевышний Аллах рассказывает нам о этой благословенной ночи, когда мы слышим слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда он говорит, что человек, который оживит ночь предопределения, ему Аллах простит все его предыдущие грехи, с нашей стороны будет глупым и будет грубостью, чтобы мы не оживили эти ночи, не искали эту ночь предопределения, чтобы заслужить прощение Всевышнего Аллаха. Ведь совершаемые нами намазы, они для чего мы совершаем их? Чтобы заслужить прощение Всевышнего Аллаха. Даем милостыню для чего? Для того, чтобы заслужить прощение Всевышнего Аллаха. То есть все, что мы делаем, правоверный мусульманин, что бы ни делал, он делает для чего это? Чтобы заслужить довольство Всевышнего Аллаха, довольство Творца. И вот, если человек последние 10 ночей проведет в и'тикафе, это из года 365 дней, всего лишь 10 дней, если мы уделим для своего ахирата. 10 ночей. При том, что эти ночи очень короткие, всего 5 часов. Мы не успеваем заканчивать таравих, пойти выпить стакан чая, уже наступает время сахура. То есть настолько короткие ночи. Это для нас, на самом деле, это, как сказать, да, как на подносе предоставлено все. И нам осталось только протянуть руку и взять покушать. А мы, если мы это не возьмем, не воспользуемся этой милостью Всевышнего Аллаха, мы будем в день Великого Суда очень сильно жалеть, очень будем печальны за то, что мы не воспользовались той милостью, которую нам Всевышний Аллах дал, и не воспользовались тем, что могли заслужить прощение, и как бы останемся у разбитого корыта. Пусть Всевышний Аллах сделает нас из числа тех, кто заслужит милость Всевышнего Аллаха, из числа тех, кто стремится к прощению Всевышнего Аллаха, из числа тех, кто будет из праведных рабов Всевышнего Аллаха. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи.